Настоящий праздник детства с участием целого созвездия юных талантов состоялся уже в 19-й раз. Сегодня на сцене Чувашского государственного театра кукол прошел гала-концерт фестиваля конкурса детского творчества «Жемчужинки Чувашии-2023». Отборочный этап фестиваля стартовал в марте. За это время жюри оценили порядка 400 выступлений детских коллективов и исполнителей со всей Чувашии в вокальном, хореографическом и инструментальном жанрах. Специальным почетным гостем фестиваля стал народный артист Республики Беларусь, композитор Эдуард Ханок. Хлебом и солью, с песнями и танцами встретили Эдуарда Семеновича. Он автор всенародно любимых песен «Лягу-прилягу», «То ли еще будет», «Малиновка», «Два поля», «Я у бабушки живу», «Зима», «Заверуха» и многих других, включая гимн юн армии «Служить России», звучащий на всех парадах Победы. Выступать перед народным артистом Республики Беларусь для жемчужинок Чувашии было очень почетно и волнительно. К этому фестивалю мы готовились очень долго, часто занимались, много трудились. Наше впечатление мы очень счастливы, что мы сюда попали, что именно нас сюда отобрали. Мы с нашим ансамблем «Тайна» поем песню «Савна Чувашиень». Я очень рада, что участвую здесь. Мы неоднократно участвуем в этом конкурсе. Наши солистки ехали в разные страны, побеждая в этих конкурсах. Потолок ледяной, дверь скрип, ключи зашершавой стеной, тьма колючая, как шагнешь за порог. Весь зал подпевал композитору. Из произведений народного артиста Республики Беларусь формировались репертуары ансамблей «Верасы», «Сябры» и «Песняры». Также в программе визита маэстро проведение мастер-класса для студентов педуниверситета. Во-первых, конечно, огромное спасибо руководству республики. Я возлагаю сегодня на встречу с молодежью в пединституте, по-моему, на факультете. Почему? Потому что сейчас 90 лет Союзу композиторов Беларуси, и я взял обязательство провести 90 встреч, школы, колледжи и так далее, все высшие и средние и учебные заведения. 90 лет со дня рождения Союза писателей, а я член Союза писателей. Еще 90 встреч. Все, что я делаю, оно, в общем-то, принесет наверняка со временем пользу всему человечеству, не просто только Беларуси. Поэтому я работаю на будущее, понимаете, А дети, конечно, для меня сейчас очень важны, потому что я нашел новую форму работы с молодежью. Встреча жемчужинок с легендой советской эстрады состоялась благодаря продюсеру фестиваля конкурса Сергею Бреусу и сотрудничеству с творческим центром Юрия Энтина. Конкурсанты представили песни, написанные на стихи Юрия Энтина, и произведения на чувашском языке. Это было одним из обязательных условий творческого состязания. Мы с жемчужинками Чувашии дружим много-много лет, и их лучших солистов не только Чувашии, но и всей страны мы привозим к себе на фестивали, и вместе с ними там ездим по странам. Жемчужинки Чувашии были с нами в Соединенных Штатах Америки, в Китае, в Португалии, в Греции, несколько раз в Грузии, а в Грузии они вообще наше секретное оружие. Потому что, когда две чувашки выходят в красных платьях в пол, поют две лисо, зал встает, хлопает и плачет. В данном городе мы презентуем, кроме всего прочего, и проект «Мастерская» Александра Шаганова, в котором будут, уже проводится отбор детей и молодежи от 14 до 35 лет, которые будут отобраны в 3 номинациях. Это авторы стихов, композиторы и исполнители. Сейчас этот отбор идет, мы активно ждем, принимаем заявки из Чувашии. А если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, эмоции переполняют. Фестиваль-конкурс «Жемчужинки Чувашии» стал ярким событием в творческой жизни детей республики. Финалистов наградили благодарственными письмами, медалями и ценными призами. Надежда Морозова, Борис Андреев, Леонид Путилов. Республика.